Оно может передаваться по наследству? Сейчас рак молодеет. Я единственный онколог в Ингушетии. У меня было все. Но вот он лежит, а я ничего не могу сделать. Вот это тяжело. Понимаешь? Я помню каждую смерть своего больного. Веселого разговора за этим столом на эту тему точно не будет. Там вот лужа крови. Я вот, знаешь, по палате вот чоп. Онкология – это более глобальная проблема, нежели наркомания. Блин, смирись с этим. Борись с этим. Жизнь – это борьба. Его живо хоронят. Переступив границу Республики Ингушетии, автоматически все становится лучше. Выезжать за пределы, там, знаешь, такой: Иван Иванович, можно зайти? Но он себе скрыл вены. У нас сегодня единственный гость, который не перевел телефон в авиарежим. Врач всегда должен быть на связи. Зачем тебе это? Сегодня у нас в гостях Бадиев Магомед Османович. Магомед является врачом-хирургом, онкологом, бариатрическим хирургом, который работает в республиканском онкодиспансере в Плиево. Также принимает пациентов в клинике СТ, город Назрань. Работал до 24 года в онкодиспансере города Волгограда. Вот, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Давай начнем, чтобы у зрителей было понимание. Вообще, что такое онкология? Мы эту тему выбрали, потому что на сегодняшний день, я считаю, это одна из таких очень значимых в отрицательном ключе проблем нашего региона, и не только нашего, на самом деле. Да. Давай об этом поговорим. Начнем с вопроса, что это вообще такое? Основа вообще онкологии – это раздел медицины, который изучает доброкачественные и злокачественные опухоли, механизм развития, также лечение и профилактика. Но для общего понятия, наверное, чтобы всем было понятно, скажем по-другому, рак. То есть любое онкологическое заболевание может слово рак. То есть это бесконтрольное деление клеток. Почему это происходит? Это идет нарушение клетки, то есть нарушение ДНК. Вследствие под воздействием внутренних, внешних факторов, канцерогены, генетика, то есть множество факторов, вследствие чего идет бесконтрольный рост, деление клеток и, так скажем, организм в организме, который потихонечку начинает есть. Вот так вот. До нашего подкаста мы с тобой связывались друг с другом. Я тебя попросил подготовить небольшую статистику, потому что, я думаю, и тебе как медику это далеко не новая информация. В последнее время мы очень часто слышим, что онкозаболевания. Идешь на похороны, каждый 5-й человек, условно, по примерной моей статистике, был с заболеванием, о котором мы сегодня говорим. Что было несколько десятков лет ранее? Почему это есть сегодня? Или же мы раньше этого не знали, или же эта статистика растет? Знаешь, начну с чего. Давайте так. В детстве, если когда в семье у каждого, наверное, обсуждали, от чего человек, допустим, умер. И у нас и как мы это в семье говорили? Мы это говорили тихо. Не знаю почему, пока не посмотрел Гарри Поттера, для меня онкология это был Волан-де-Морт. Понимаешь, действительно, его нельзя было называть в семье, по факту так и есть. То есть это было крайне редко. Во многих семьях до сих пор есть, на самом деле. Это было крайне редко. Наверное, потому что не было вот этого соцсети, не было вот этого интернета, всего. Поэтому люди не знали. И, наверное, так и происходило это все. А касаемо статистики, я даже записал, сейчас скажу, сколько это было. За последние 10-20 лет, я не скажу, у меня вот есть статистика, число больных на конец года, начиная с 2014 до 2022-2023 года. Так. Если брать по цифрам, конечно, все очень плохо. Почему? Потому что с каждым годом растет. Не уменьшается, а растет. Но растет и число выявляемости, и число больных в общем. Но в то же время больных в плане чего? Мы находим подход лечения. То есть раньше с каждым годом фармкомпании, с каждым годом хирургия, все это развивается, усовершенствуется, и продолжительность жизни человека по воле Всевышнего, она увеличивается. То есть раньше это как-то было немножко по-другому. Если прямо в цифрах говорить, сейчас зачитаю. Дополняя вопросом твой ответ,
Можно ли еще туда добавить, что люди стали больше следить за собой в плане обследований ежегодных, может быть, каждый полгода кто-то отслеживает? Такая тенденция есть? Если брать Из-за этого стало больше... общее или мужское и женское население? Давай так. Общее. Общее, небольшой плюс есть. Но если брать мужчина и женщина, то женщины более лучше относятся к своему здоровью, нежели Проще чем говоря, мужчины. больший процент выявляемости онкозаболеваний также заключается в том, что люди начали проходить обследование. Да, в этом. Ну вот на 2014 год на 100 тысяч населения больных составляло за год 3903. В 2015 году 4226, в 2019 году 6000, то есть, видишь, уже по нарастанию идет. В 2021 году на 100 тысяч населения онкобольных составляло 7331 онкобольных на 2021 год. Выявлено новые случаи, это просто которые были на этот год. А выявлено новые случаи... вот первую цифру, которую ты назвал, 3900. Этот человек, он переходит в следующий показатель, который ты назвал, да? То есть, видишь, нарастает. Почему? Потому что, как я и сказал, с каждым годом подход к лечению меняется, совершенствуется, и есть возможность продлить. Это я для зрителей, чтобы было понимание, что такое выявлено новые случаи. Да. А касаемо новых случаев, на 2014 год на 100 тысяч населения было 651 человек. То есть 651 случай. Это на 2014 год. То есть за год выявлено 100. В 2015 году на 100 тысяч 795, в 2019 878, в 2021 году 1024. То есть с каждым годом оно увеличивается. Больные они есть. К сожалению, больные – это очень актуальный такой вопрос, именно онкология. Но в то же время хотелось бы, пользуясь случаем, сказать, чтобы люди, когда что-то заболело, относиться очень трепетно к своему здоровью, к своему организму, слушаться свой организм. Если что-то заболело, обращаться к докторам, не заниматься, так скажем, народным самолечением. Да. По этим цифрам есть корреляция, возрастная категория? Больше заболеваний в какой есть. Если даже брать любую отрасль, сейчас рак молодеет. Вот в последние, возьмем за 5 лет, рак молодеет. То, что, допустим, очень много пациентов и в 30 лет, и 25 лет. Рак молочной железы. То есть девочек очень много страдает. Тут еще генетика играет важную роль. Почему? Потому что бывают случаи, когда в роду кто-то болел, мама, тетя, бабушка. Это все передается, это высокий риск. Конечно. То есть это заболевание, оно может передаваться по наследству? Возьми просто примерно. Сейчас еще есть мутации, которые определяют заранее. Можно сдать кровь и понять, есть ли у тебя ген. Предрасположенность. Да. Примерно. Анджелина Джоли. Она примитивно себя прооперировала. Молочная железа. Предварительно? Да, заранее, так скажем. Она себя, условно говоря, и чтобы, наверное, себя как-то обезопасить, я не хочу, взяла примерно, прооперировалась, брала. Условно, у нее в роду были эти случаи? У нее в крови нашли ген, который может вызвать. То есть 100% гарантии, к сожалению, никто не даст. И касаемо онкомаркеров, извини меня, если у тебя идет примерно повышение онкомаркера какого-то, это не значит, что у тебя 100% онкология есть. И при воспалительном процессе может повыситься онкомаркер. То есть нельзя делать на одном анализе акцент и говорить, что это онкология. Момент еще какой? Как мы ставим диагноз онкологии? Вот любой себя уважающий врач, он ставит, основываясь на гистологии. Что такое гистология? Это структура ткани. Любой материал. То есть есть опухоль, ты берешь оттуда биопсию. Материал берешь, отправляешь его к гистологам, гистологи красят, смотрят и говорят, есть ли там онкология или нет. Если есть, они говорят, степень. Нету, говорят, это доброкачественное образование. В зависимости от исхода... раковых клеток. Да, он разный. То есть у каждого органа, условно говоря, он разный. В зависимости от гистологической структуры мы уже назначаем лечение. Добро – свое лечение, онкология – свое лечение. Но при раннем выявленном раке есть лечение. То есть человек считается условно выздоровевшим пациентом. Но когда приходит он с 4-й стадии, мы не всегда... понимаете, мы не всесильны. Есть моменты, где мы можем помочь. Есть моменты, где мы тоже бессильны. Но, к сожалению, по статистике, если даже примерно возьму 10 пациентов, я возьму онкоурологию сейчас. Потому что я сейчас активно ее продвигаю, потому что я единственный онкоуролог в Ингушетии, к сожалению. Но, надеюсь, они будут. Приходит пациент с раком предстательной железы. Мужчина.
10% возьмем, из них 7% это 4-я стадия рака. Тогда, когда все уже очень плохо. Понимаешь, а она же не одним днем появляется, не месяц, не два. Ну, в среднем клетка онкоделится 1,5-2 месяца. Среднее деление клетки происходит так. То есть до фагоцитоза, получается? Да, условно говоря. То есть, Для меня и для зрителей фагоцитоз. Что такое? Ну, самопожирание, скажем. момент мечты Хоя, вот, любое доброкачественное образование, любое добро. Возьми родинку, например. Вот она у меня есть, да? Предрак. Если ты ее травмируешь, есть риск перейти в онкологию. Это есть источник, возможный Конечно. источник. Есть люди, которые, допустим, живут с этой родинкой примерно, и по воле Всевышнего они умрут от другого вообще. То есть у него, может, и не будет онкологии. Но почему эти доброкачественные образования, за ними надо наблюдать? Потому что высокий риск малигнизации, то есть озлокочисления. Почему происходит озлокочисление? Потому что, давай так, что мы едим, что мы пьем, наш здоровый образ жизни, алкоголь, табак. Все это провоцирует переход, мутации клетки, то есть измена ДНК. Мы об этом поговорим Да. чуть подробнее. Отдельный вопрос на эту тему будет. Вот, кстати, то, о чем ты упомянул, что онкология молодеет. Да. В принципе, каждое заболевание идет такая тенденция, что все болезни С каждым годом, молодеют. да, действительно, И с каждым по годом все. сердечно-сосудистой системе. Вообще, в принципе, любое заболевание, оно уже стало по статистике в меньшем возрасте проявляться. То есть Ну, по знаешь, тут еще количеству. какой момент присутствует? Если брать молодой возраст, тут играет все против тебя. Почему? Потому что в молодом организм растет, все процессы в организме протекают быстрее Больше и метаболизма, да? агрессивнее все Мгм. это протекает. Чем старший пациент, все процессы в организме протекают медленнее. Примерно, условно возьмем пациенту 85 лет. Бывают такие случаи. Вот, условно, недавно был случай. Бабушке 85 лет. Подозрение на рак. Рак поджелудочной железы. Один из самых агрессивных раков. Они пришли к нам в клинику. СТ-клинику. И вопрос стоит так. Чтобы взять биопсию, это надо взять или иголкой, но это маловероятно, или же через ФГС, то есть через желудок стрельнуть опухоль, или же зайти непосредственно взять, сделать операцию, зайти, Надрез. взять этот кусочек ткани, условно говоря, и зашить обратно. Но эта операция, это наркоз, это, ну, для нее это будет Последствия. тяжело. Общего определения, да. Момент какой? Надо ли это делать в 85 лет? Многие скажут, может, не согласятся со мной, но она дожила же в 85 лет. Я не списываю этого человека никак. Но надо ли ее подвергать таким, знаешь, рискам? Потому что выдержит ли она наркоз? Выдержит ли она эту химиотерапию? Нужна ли эта химиотерапия? Ну, давай так. Мы же разумные существа. И оценивать риски. Может быть, мы ей сделаем хуже. Я вернусь к тому, что я говорю, чем старше пациент, тем все процессы протекают медленнее. А если она прожила 85 лет, может, она до 100 лет проживет. Ну, я же не знаю. Но мое мнение, уже чем старше пациент, я не говорю 60, 70, я оперировал и в 70, и в 75, удаляли желудки полностью. Ну, такие были случаи. Есть. И живут пациенты. Суть в чем? В таком преклонном возрасте, ну, если ты говоришь делать и берешь всю ответственность на себя, то есть как родственник, или, ну, пациент с хак или воли, то есть если он в сознании, конечно, он сам должен за себя решить. Если он не дееспособный, безусловно, решает родственник. Только в этом случае, наверное, врач пойдет на какую-то манипуляцию, операцию. В других случаях, наверное, нет. Я бы сказал, создайте для этого человека максимально комфортные условия, пусть живет и наслаждается. Есть логика в твоих словах, на самом деле. Может, и кто-то не Почему? согласится, но Потому я что вот придерживаюсь сама так. химиотерапия, она очень тяжелый, Токсичная. скажем так, побочные эффекты дает. Мне название даже не нравится. А, честно говоря. Но Но Ну, нравится, не нравится. существует Порой приходится так. вот эти химиотерапия какая-то щадящая или какие-то улучшенные препараты или какие-то Каждый год, качественные. безусловно, вот каждый год препарат выпускается. Но момент еще какой? Препарат, перед тем, как его жизненно необходимый, то есть который больница может закупить, Мгм. примерно возьмем, условно говоря, чтобы ты понимал, ношпа, дротаверин.
Нож стоит примерно 100 рублей, его можно купить в аптеке. Дротавирин стоит, там, условно говоря, 15 рублей, его больница закупает. Действующее вещество одно и то же, даже. Но побочек примерно у нож поменьше. Но он не зарегистрирован, чтобы можно было купить в больнице. Да. Тут то же самое. Препараты химиотерапии, условно говоря, они каждый год выпускаются новые. Его приводят в специальные лаборатории, специально там на крысах, на кроликах. Там. Только потом уже берут как? Согласовывают с какой-то организацией клинические исследования, дают этот же оригинальный препарат. Тебе, как пациенту, говорят, вот, есть такой препарат, ты можешь отказаться, можешь согласиться. Может быть, будет хороший эффект. Ты сам уже решаешь. Если ты подписываешь договор, все официально. Информированное согласие, да? Ты уже берешь ответственность на себя. В большинстве случаев бывает хороший эффект. Но, понимаешь, пока его не зарегистрируют, то есть у нас есть клинические рекомендации. Любой врач, мы придерживаемся клинической рекомендации. Там уже все расписано за нас. Умные люди сели, но это читать надо, каждый врач должен практиковать, потому что основа это клиническая рекомендация. Нету влево-вправо. Потому что из года в год уже, понимаешь, сколько людей умных, которые работают, профессора, доктора, пришли к этому и создали вот эти клинические рекомендации для всех онкологов России и не только. Магомед, вот если идет такая тенденция, да, что с каждым, скажем так, отрезком десятилетия онкозаболевания они увеличиваются в процентном соотношении, вот, по твоему мнению, экологический фактор или, условно говоря, что мы часто слышим в народе, ГМО, потому что добавки мы видим в каждых продуктах. Ну да, в магазин пойди, все там. В магазине любой продукт, даже то, что мы покупаем детям, то, что мы обыденно покупаем домой, содержит ферменты, или как их там называют, продукты ГМО. Влияет ли это на вот этот рост, да, на увеличение этого? Ну, давай так, наше питание, наш образ жизни, условно говоря, даже? Да. Так, конечно, влияет. Газировки, энергетики, все это. То есть момент, знаешь, какой? Если ты это употребляешь там, в месяц один раз или в дорогу куда, примерно энергетики, употребляешь однократно, крайне редко, по большому счету это на тебя особо не отразится. Но если не отразится. Если ты это делаешь, крайне редко, в месяц один раз, 2 месяца, полгода, занятно, то есть в дорогу куда-нибудь как-то ты взбодриться хочешь, условно говоря. Потому что твой организм все сам вырабатывает. Всевышний нас так создал. А ты ему немножко даешь этого кофеина, таурина, бодрость немножко появляется. Раз. Организм, говорит, ладно, сейчас появилось, я поработаю. Потом 2, 3, 4, каждый день ты ему даешь, организм говорит, что-то я не хочу работать, я его и так получаю искусственно, синтетически. То есть сам организм, вначале он пытается как-то справиться с этим, потом он говорит, нет, я не буду с этим, я его и так получаю, зачем мне напрягаться? И потом появляются побочки, потом появляются болезни и суставов, и сосудов, и в то же время, то есть вот эти газировки, они влияют на слизистую желудка, на пищевод, на кишечник. Оттуда появляется язва, оттуда появляется эрозия, оттуда появляется это предраковое состояние, переходит в онкологию, кровотечение, метастазы, пути распространения вот этого всего. Понимаешь, там один выходит из другого. Пользуясь случаем, хочу тебя попросить, в ту камеру, в твою. Есть много родителей, я знаю, что есть много родителей, которые считают энергетический напиток, который выпивает их ребенок, там 15, 16, 20 лет, неважно, как сладкую воду воспринимают это. И есть много подростков, которые ежедневно пьют эту воду, так называемую воду. Может быть, и по несколько банок. К родителям может быть какое-то обращение все-таки сейчас актуально было бы. Безусловно. Я бы сказал бы так. До 18 лет по закону Российской Федерации родители несут ответственность за этого ребенка. И все, что с ним случилось, это на совести этого человека, то есть родителя. После 18 лет, ты ему можешь дать напутствие и сказать, что это нельзя делать. Но дальше он уже сам отвечает за свои действия. Касаемо родителей, что они могут сказать? Если вы хотите здоровое поколение, здоровое потомство своих детей и хороших, здоровых внуков, я бы сегодня задумался над этим. Потому что это очень серьезная проблема нашего региона, не только, и серьезная проблема нашего поколения. К сожалению,
употребление энергетиков далеко не надо идти. Я крайне редко, может быть, там в 5 лет один раз посещаю игровой клуб, вот буквально недавно был. Там все дети, ребята, условно говоря, молодые парни, сидят на этих энергетиках. Поголовно. Субханаллах. Даже можно обратить внимание на элементарно урны, сколько в любой урне или рядом с урной. суть- Очень много банок. Ведь я сам, честно, энергетики особо не скажу, что я прям их много употреблял. Да, я пил, не так. Особенно в дорогу, да, я бываю выпиваю. Опять же, надо знать меру. Но я раньше очень много употреблял колы. Потом я это понял на своем организме, насколько мне это вредит. Условно говоря, я от него отказался. Крайне редко я это могу сделать. Но, опять же, от всего отказаться тоже не получается. Где-то сидишь, где-то... Знаешь, как изгой тоже не хочется. Бывает, там чуть-чуть могу себе позволить. Потому что это мое здоровье. Каждый человек в первую очередь должен заботиться о своем здоровье. Сначала начать надо с себя. Сидеть, говорить, вот это неправильно, так не делайте. Это легко, это несложно. Но начать себя, показать хороший пример, это сложно. И я в первую очередь, я сам себе говорю, что не надо это делать. Задумайся о своем будущем, о своем поколении. Потому что я хочу здоровое поколение. Я хочу после себя, чтобы мои дети, мои племянники, они были здоровы. Это, я считаю, основа основ. Я думаю, зрители поняли, что веселого разговора за этим столом на эту тему точно не будет. Факт. Да, давайте перейдем. Надо иногда улыбаться. Да, на следующую тему. На следующую тему перейдем. Магомед, ты можешь рассказать, конечно, странно будет назвать курьезные случаи. Какие-нибудь такие запоминающие случаи страшные, само собой, которые были в практике, или какие-то интересные... Тебе кровавые или... Скажем так, спонтанный диагноз. Полный трэш. Знаешь, в Волгограде по дежурству, я там дежурил, у нас, допустим, на сводке, у нас область Волгоградская была 1 миллион с чем-то, 1 100 000, 1 200 000. За сутки, я когда сводку отдавал, 850-900 человек в сутки у нас лежало в онкодиспансере. Понимаешь, да, сколько больных? Сутки. То есть сводку, они же каждый день кто-то выписывает, кто-то уходит. Единовременно у тебя находились 800 в стационаре, человек. У меня находилось 800-900 человек. Случай, который я запомнил, 2 раза за 16 года, с 18 года до 24 года 2 раза было, у меня кровила сонная артерия. Просто рак гортани, лучевая терапия, вследствие чего идет утончение стенки сосуда и прорвалась. То есть образовалась дырочка в сонной артерии. Я захожу в палату, там лужа крови. Я по палате чоп. И знаете, самое интересное? У одной пациентки, потом я знаю, что у нее гепатит С, там вся палата в крови. Это реально. Врачи, если этот подкаст посмотрят, они знают, что такое сонная артерия и как кровит сонная артерия. Я даже пульсирует. Понимаешь? Это то, что строю в фильмах, допустим. Что я сделал, я сразу же беру, подбегаю. На тот момент, действительно, ты не думаешь, что есть у него ВИЧ, есть у него гепатит. Это не важно. На тот момент важно спасти этого человека по воле Всевышнего. Подбегаю, хватаю, зажимаю эту сонную артерию, быстренько прошу медсестру каталку, она каталку подгоняет, ноги берет, я за тело, едем в операционную, сразу же отделение. Я так как раньше занимался только абдоминальной хирургией, потом онкоурология, голова-шея. У нас как происходило в диспансере? Чей больной, тот и заведующий или врач приезжал и оперировал. Экстренные ситуации были. Поэтому мы, дежурные врачи, временно мы останавливаем. Но потом они приезжают. Условно говоря, там 20-30 минут вся команда была на месте. Зажал, держал минут, наверное, 15. Пациентка уже вот-вот. Начали сразу же кровь капать. Все, что необходимо, подготовили. Для меня это был первый раз, когда я видел, что прямо, знаешь, ты заходишь, прям струя вот такая вот. Это реальный случай. Стресс. Даже мне, я видел много, для меня это даже было, знаешь, очень так вот. Побоялся я, может, не знаю, действительно, ты понимаешь, это жизнь человека. Заходишь в палату, а там... Там, я тебе клянусь, вот так вот мои тапочки прилипали, вот так вот звук был, потому что везде кровь. 2 раза у меня это было, 2 разных пациента, сонная, хвала Всевышнему, алхамдулилlah, оба
выписались, остались живы. Вот именно когда были... За счет... Реакция. Быстренько все надо делать. Были случаи, когда вот, непрямой массаж сердца, да, оказываем первую медицинскую помощь по дежурству, и даже когда приводили пациентов, спасал, бывало и не спасал. Как бы ты там не бился, как бы ты ни занимался, что бы ты ни сделал, какую ты помощь не оказал, порой это безрезультатно. Что ощущает врач, когда он прикладывает все усилия, при этом сердце человека останавливается? Знаешь, я тебе пример приведу на собственной практике. Вчера год как отца не стало. Да, логично. Да, я сказал. В 12 дней я с ним в реанимации лежал. У меня были деньги, у меня, альхамдулилlah, по воле Всевышнего, аппаратура, врачи. У меня было все. Понимаешь? Но вот он лежит, а я ничего не могу сделать. Вот это тяжело. Понимаешь? Но от этого, это неизбежность. Все я уходят, просто кто к чему раньше, это кто говорю? позже. То, что, понимаешь, ты говоришь, что испытывает врач. Вот примерно для меня нету чужого человека. Когда, даже если это мой враг, даже, я не знаю, одному хватит, что-нибудь он мне сделал, но если он пришел в эту больницу, я на это не буду смотреть, кто он. Моя задача приоритет всегда помочь. Подход профессионала и совестливого специалиста. Понимаешь? По-другому никак. Никак. Ты мне напомнил один случай, когда я работал в реанимации, будучи студентом. Реанимация была региональная, с геморрагическими инсультами туда доставляли. Самое частое. И там лежал лет 40 мужчина, и один врач, знал его непосредственно. А я был медбратом, и он меня подзывает и говорит: ты хочешь знать, кто этот человек? Я говорю: давай. И он рассказал, что в городе человек, который имеет большое количество недвижимости, ресторанный бизнес. Состоятельный человек. Достаточно говоря, у него всё серьезно есть. состоятельный человек. И он мне хотел дать понять, мол, посмотри, он лежит на всех равных. И ничего с этим поделать. И его деньги, его финансы не могут. В конечном итоге он скончался. Но это, наверное, то, с чем должен смириться каждый врач, каждый медик. Все говорят, что мы, онкологи, черствые, что у нас каменные сердца. Поверьте мне, мы такие же люди, как и все. К чему нельзя привыкнуть? Это к смерти. К смерти пациента, к смерти родного человека. К этому я за 10 лет своей практики, как именно, я не буду говорить, когда я дежурил, когда был студентом, но именно как врача уже за 10 лет своей практики, я скажу так: я помню каждого своего больного. Я помню каждую смерть своего больного. Со временем, ведь ты, может, этот день, может, 2 ты за ним наблюдал. Так или иначе, не знаю, это как тяжело это будет очень. правильно сказать, породнился или нет, но ты его узнаешь, ты уходишь после обследа, скажем так, приходишь, смотришь за ним. Он запоминается, поэтому, наверное, такой отпечаток остается у врачей. Знаешь, почему я запоминаю? Не потому что там, знаешь, я там какой-то хочу как-то показаться хорошим, нет. Но когда я вижу, что пациенту плохо или какое-то осложнение, я настолько это сопереживаю с этим пациентом. Я настолько загоняюсь. Я звоню, где я работал, кому только. Ситуации бывают разные, которые даже ты можешь идеально провести операцию по воле Всевышнего. Ты можешь все четко сделать. Но на второй день ему может плохо стать. Понимаешь? Я хочу добавить, опять же, для зрителя. Сам ты этого не сказал бы, скорее всего. Не скорее всего, а точно. У нас сегодня единственный гость, который не перевел телефон в авиарежим. Да. Потому что врач всегда должен быть на связи. Такой роскоши у нас нет. Да. Давайте перейдем чуть к теме полайтовей, скажем так. Злободневным, да, потому что я и говорю, у нас зрители... К осени как раз-таки и перейдем. Следующая тема – это злободневная для меня. Листва. Сжечь листву. Это является... Какую именно листва? Поймал. Короче, умеешь ты играться шкалой. Умеешь играться шкалой, да. Серьезно. Слушай, это знаешь, опять же, вернемся к онкологии. Сейчас скажу про твою листву. Нам говорят... Про твою листву. Нам всегда говорят: слушайте, а что вы такие всегда на позитиве?
в нашей работе быть серьезным не получается. Нам эту энергию... То есть некоторые люди... Ну, в нашем регионе, надеюсь, такого нету. И не встречал, по крайней мере. Ну, кто-то пьет, кто-то курит, кто-то как-то расслабляется. Нам это нельзя. По религии нам это категорически нельзя. И как мы это все через себя пропускаем? Мы стараемся юмором. Юмор. По-другому никак. Черный юмор. Ну, кто как Иногда, может. наверное, и так. По-другому никак, В силу реально. своей Ну, ты меня точно поймешь. работы. По поводу листвы. Давай. Жжение этой листвы. Я имею в виду то, что падает с деревьев. Является ли это возбудителем онкозаболеваний? Если ты, знаешь, вот весна пришла, а осень пришла. Да, осень уже, по-моему, листва на меня хорошо действует. У нас скоро декабрь. Да. Осень пришла, листва падает. И если это происходит каждый день в течение месяца, 2-3, конечно, это очень высокий риск. Канцерогены. Допустим, по статистике я вот читал, 1 тонна листва в атмосферу выкидывает, сжженная, в атмосферу выкидывается около 9 килограммов тяжелых металлов, то есть вредных канцерогенов. Понимаешь, да? 1 тонна. Вот смотри, эти 9 килограммов, как их можно проецировать на либо площадь, территорию, либо количество людей, там, скажем, условно, в городе? Насколько вот эти 9 килограммов, скольким людям может повредить? Вот как-то вот так вот. Просто пример даже скажу. Даже не будем 9 килограмм брать. Так. Вот ты говоришь, вот сосед что-то поджег. Да. Тебе стало плохо Да. от этого. Есть пациенты, которые есть аллергическая реакция. Есть пациенты, которые с бронхиальной астмой. Для них это прям очень-очень плохо. А если это происходит почти каждый день, понимаешь, вот эти канцерогены, что происходит? Подавление иммунитета происходит в организме. А когда происходит подавление иммунитета, это вход для развития онкоклетки. То есть, понимаешь, сниженный иммунитет, любая болячка тебе может, так сказать, окутать. Прогрессировать. Ты можешь заболеть. То есть иммунная система, если она у тебя слабая, а на сегодняшний день мы делаем все, чтобы наша иммунная система была слабая, потому что все, что нас окружает, все, что мы делаем, к этому и сводится. Итого. Вредно или нет? Да. Вредно. Это я знаю. Как минимум запах неприятный. С онкологией как-то связано? Жжение листвы? Конечно, связано. Связано. Безусловно, связано. То есть делать этого не стоит? Нежелательно. Нежелательно? Нежелательно. Не нужно, ты не скажешь. Ну, опять же, я скажу, если он делает это 1 раз, ну, ладно, оставим его, простим. Ну, окей, у нас же выпадает листва сколько? Ну, не сказать, что прям целый Но если, сезон знаешь, осенний. если у тебя на Но улице месяц каждый выпадает. день это все вот так происходит, Да. это не надо делать. Ну, сейчас вроде закон вступил в силу, что нельзя это делать. Сжигать листья нельзя, это все надо выкидывать, утилизировать. Ну, которые нарушают. Да. Давай так. Сейчас есть все. Реально, на лайте. Собрал, поставил этот мусорный пакет. Проехала вот эти вот мусоровоз. Тебе ничего не надо делать. Тебе даже из дома выходить не надо. Забрал твой пакет, увез. Все просто. Можно и не сжигать. Что ты можешь сказать людям, которые говорят, что всю жизнь это делали? 50 лет назад, 100 лет назад. А некоторые говорят, даже мне нравится запах. Это мне напоминает. Я там читал комментарии одного пользователя. Запах детства? Запах детства, ностальгию вызывает. Говорит, чувство. Ну, я бы сказал, чтобы он дома так поджег, когда хочет вспомнить детство, и дома это делать. Потому что не надо вредить Прям в людям. помещении, да? Ну, хоть где-нибудь. Но суть в чем? Ты не должен думать только о себе. Мы живем в обществе. Надо об этом помнить. Мы живем в обществе, и давай так. Что говорит нам наша религия? То, что ты желаешь себе, ты должен желать своему брату. Будь ты, зло, я думаю, никто никому не желает. Добро. Поэтому, если ты делаешь это, думай о других. Вот если взять заболевание, допустим, ВИЧ-инфицированный пациент, он может жить обычной жизнью, да. Существовать, скажем так. Вот может ли по этому принципу человек, который болеет онкологией, скажем так, на ранней стадии, жить обычной жизнью? Да, может. Почему нет? Безусловно, да. Почему? Объясню. На ранней стадии, если он обратился, ранняя стадия, это все лечится. Да, конечно, он страдает тем, что у него иммунитет менее, то есть ослабленный, не такой, как у обычного здорового человека. Но в то же время мы оперируем таких больных, и они у нас наблюдаются, живут годами, никаких проблем.
Даже есть в практике. Сейчас, в принципе, любое заболевание, оно же поддерживается, оно лечится, условно говоря. Может быть, и не 100%, но условно выздоровеешь, ты считаешься. И в то же время онкология. Даже если он ВИЧ-инфицированный, если у него выявилась онкология, примерно возьми рак почки. Если ты на ранней стадии прооперировал рак почки, то есть высокая вероятность, что больше она тебя никак не будет беспокоить. Прямо на ранних стадиях. Лапароскопически сделал резекцию Можно почки. исключить метастазы, да? Ты сделал резекцию почки, все, пациент, он будет жить и наслаждаться дальше своей жизнью. Все это зависит на ранней стадии. Но не тогда, когда уже есть метастазы. И он везде обсыпан, или же, условно говоря, там регионарные лимфоузлы поражены. Тогда, да, риск выше, что он по-любому рано или поздно срецидивирует или опять прогрессирует. Магомед, всего сколько стадий ракового заболевания? 4 стадии. Первая самая лайтовая, 4 это уже крайняя степень. Ну, для меня, как для обывателя, я говорю. Самый простой первый, 4 это уже... Да, 1, 2, 3, 4 стадия. С какой стадии практикуется химиотерапия? Тут подход какой? Смотри. В принципе, каждый орган имеет онкологию. И каждому органу свой подход. Есть подход примерно назначать неоадъювант. Что такое неоадъювант? Это предоперационная химиотерапия. То есть ты подготавливаешь пациента, условно говоря, опухоль 5 сантиметров. Начинаешь делать химиотерапию, она уменьшается, может даже полностью исчезнуть, полный ответ должен, может быть такое даже, на фоне химиотерапии. Дальше ты оперируешь этот участок, то есть, условно говоря, убираешь эту часть, все. После этого есть комбинация, можно назначать, можно не назначать. Тут все зависит, какой орган. Есть орган, который ты не назначаешь химиотерапию, а делаешь хирургическое лечение, если это возможно. То есть, давай так, в онкологии есть 3 вида лечения. Хирургия, химия и лучи. В приоритете, если можно сделать хирургическое лечение, я всегда скажу делать хирургическое лечение. Почему? Потому что убрать первичную опухоль это всегда в приоритете у любого врача, хирурга, химиотерапевта, лучевика. Потому что в онкологии, если есть возможность, и это подлежит, орган подлежит, что это можно убрать и все, да, в этом случае всегда так делают. Но есть случаи, когда мы не можем назначить хирургическое лечение ввиду степени распространенности процесса, ввиду того, что он может не вынести наркоз. В этом случае менее агрессивно примерно может подлежать лучевому лечению, то есть облучать. Но я не скажу, что это прям тоже, знаешь, так вот легко. Там свои нюансы, условно говоря. Но все же мы комбинируем, мы смотрим. То есть на каждого больного создается консилиум. Что такое консилиум? Это когда, вот как мы сейчас сидим, пациент заходит, врач докладывает историю, все обследования, все анализы и говорит, наша тактика. Там сидит, допустим, хирург, химиотерапевт, врач радиолог. И мы обсуждаем, какую тактику лучше подобрать. Я вначале сказал, есть клинические рекомендации. В клинреках все написано. При первой стадии, при второй стадии, при третьей стадии, при четвертой стадии. Что лучше комбинировать? И мы исходим из того, что у нас есть в арсенале. Есть препараты, нет препарата. Надо ли нам направить его на иногороднее лечение ввиду отсутствия какого-то там оборудования или будь то медикаментозного там какого-то препарата. Мы это обсуждаем на консилиуме и даем решение. То есть включаете клиническое мышление? Да? Безусловно. Ну, для нас есть клиническая рекомендация, и плюс мы смотрим на пациента. То есть, если он тяжелый больной, мы вредить не будем. Наша задача... У нас еще, к сожалению, знаете как, у ингушей, наверное, у всех так, но у ингушей в частности. Все, 4-я стадия, все очень плохо. Но был момент в прошлом году, ему говорили, это можно пролечить. А что я в прошлом году? Вот, на прошлой неделе ко мне пришел пациент с базилиомой. Это рак кожи. Я как раз тебе сегодня показывал. Когда ты сказал про одного человека, я тебе показал. Смотри, я говорю, пример. Видишь, какой участок? Там уже все съело на лице. Условно говоря, большое. Был маленький участок, да? 3-4 месяца назад было меньше, еще раньше было и меньше. Ему было сказано провести лечение. А что человек делает? Обрабатывает там всяким, не знаю, керосином, всем, что тем не надо делать. Понимаешь? И когда мы говорим, что мы можем сделать
Нам они говорят, мы начнем народное лечение, но когда народное лечение не помогает, и когда все, они видят, что это все безэффектно, они приходят к нам, говорят, сделайте нам что-нибудь. Тут момент какой бывает. Мы его полностью обследуем, смотрим, можем ли мы сделать. Знаешь, нет такого, что я ему сказал тогда, что я могу его прооперировать, потом он пришел, условно говоря, через полгода или через год, все стало очень плохо, он пришел, я ему говорю, нет, такого никогда не будет, иншаллах. Никогда не будет. Это не моя личная прихоть. Нет. Я ему скажу нет в том случае, когда я не смогу его прооперировать или хоть как-то помочь. А нет, мы не всесильные. Ни я, ни ты, ни кто-то другой. Но, к сожалению, такие случаи тоже бывают. И, пользуясь случаем, я бы сказал бы, если вам предлагают «Валлахи, биллахи, таллахи, сейнянок, сейдег, ас, аддуацера, ацансага адмадат». Мы что-то ходим в ситуации. Первый человек сам на себя должен поставить. И что бы он посоветовал бы своим родным и близким? Дал ему хвачет. Но это тяжелое заболевание. Но если ты с этим столкнулся, я никогда не скажу ему сделать то, что я не сказал бы своим родственникам. Моя задача не навредить. Моя задача помочь по воле Всевышнего. Он мне дал возможность сегодня. И я считаю, человек, каждый врач должен пытаться помочь. Почему? Потому что Всевышний нам это дал. И оставить после себя хоть что-то хорошее. Самое тяжелое, я считаю, в заболевании, что с онкобольными, что ни клинически, никак пациент не может почувствовать, что у него какие-то процессы идут. 70%. Да. 70% оно протекает бессимптомно. Бессимптомно. Да. Вот это самое страшное. Вот и назревает вопрос. Допустим, у нас в стоматологии, конечно, проще. Я бы рядом Зубные органы, стоматолог не врач. Курица не птица. Вот у нас, допустим, есть профилактика. Мы в полгода один раз рекомендуем пациентам приходить к нам, делать контрольные снимки, и на ранних стадиях мы выявляем там кариес, начальный кариес и так далее. Вот что делать, чтобы осуществить какую-либо профилактику этому заболеванию? Хорошо, давай так я тебе скажу, отвечу сразу же. У тебя заболел желудок. Да? Что ты делаешь? Вези. Жду. Не надо продолжать. Он сказал, я пью таблетку и все. Я говорю, жду. Понимаешь? То есть мы что делаем? Мы лечим симптом. То есть что-то заболело, мы просто выпиваем или обезболивающий препарат, или какую-то противоязвенную терапию, что-то назначаем. Но мы не идем обследоваться. На сегодняшний день у нас есть чекапы. У нас в клинике приходишь, есть чекап здоровья мужчины, есть здоровье женщины. У нас в этой клинике это есть. Ты пришел, тебя полностью берут и онкомаркеры, и тебя обследуют, и специалисты смотрят по узким направлениям, по широким направлениям смотрят. То есть там есть все. Если что-то заболело, не надо ждать, не надо выпивать. Надо просто взять, пойти. Не надо бояться, что ты можешь заболеть онкологией. Валлахи, то, что тебе суждено, от тебя никогда не уйдет. Но тебе Всевышний говорит, создавая причины, результат обязательно будет. Правильно? А создавать причины, извини меня, если ты дома сидишь, ничего же не произойдет? Конечно, нет. Ты пойдешь к доктору, посмотришь, полечишься, прообследуешься. Сколько больных, которые пролечились, предраковые заболевания, и по воле Всевышнего у них нет рака. Очень много. Даже та же самая язва. Ее можно... Раньше, знаешь, как было? В советское время язва желудка оперировали, убирали эту язву. Ушивали, все это делали. Сейчас все это можно делать медикаментозно. Есть такие прекрасные врачи, гастроэнтерологи. Назначают лечение, вследствие чего эта язва потихонечку заживает, зарубцевалась, и все. Часто я с этим сталкиваю именно бариатрических больных с ожирением. Золотой стандарт для них – это ФГС. Они приходят с ФГС. Если там есть эрозия или язва, все, это абсолютное противопоказание к резекции желудка. Они идут лечиться к гастроэнтерологу. Но в то же время они находят еще другие болячки и тоже лечатся. То есть, понимаешь, вот это лишний вес заставил примерно, вот возьмем, лишний вес заставил прийти ко мне на консультацию, чтобы я им помог сделать резекцию желудка. Я его заставляю сдавать анализы. К сожалению, бывают случаи, когда я откладываю это лечение. Почему? Потому что есть еще другие болячки, которые более важные.
которые сегодня, допустим, это особенно связано с щитовидной железой. Бывает узелок какой-нибудь. Был случай, у меня в кабинете стоят весы 200 килограмм. Весы 200 килограмм. Ты скажешь, что не хватило. Ко мне пришел пациент, не буду говорить пол, просто пациент скажу. На весы мне не показали. Понимаешь? Точно не показали. Мне не показали. Просто покинул чат. Но это, к сожалению, суммация по отношению к своему здоровью. И что мы сделали с этим пациентом? Я его направил к эндокринологу, чтобы эндокринолог посмотрел. У нас в клинике один врач и УЗИст, и эндокринолог. Я направляю на консультацию. В щитовидной железе нашли образование. То есть там больше гормональное. И все, мы ее отправили в эндокринологический центр. К сожалению, я сейчас не знаю, что с ней произошло, но мы ее с этим образованием отправили в эндокринологический центр, чтобы она лечилась. Я хочу, пока ты не сказал слово, добавить, что я сказал, когда болит желудок, что ты делаешь, если задал вопрос. Да. Я жду. Я это говорю, потому что я не помню, чтобы я на добровольной основе каких-то врачей посещал. То есть меня один раз оперировали, и, наверное, это было все. Стоматология не в счет. Но после нашего подкаста я сам себе обязуюсь, что на этой неделе я пойду и вот проверюсь. Вот Здоровье чье? Давай так. Здоровье мое. Заинтересованность кто же первый? Да, Ты еще? однозначно, 100%. Есть свое здоровье, есть здоровье своих родных. Вот поподробнее по поводу чек-апа. Ну, чтобы Да. я понял, все мы поняли, все наши слушатели поняли. Чек-ап нам даст полный развернутый ответ о наличии или отсутствии какого-то Чек-ап, заболевания. я тебе не скажу, что прям 100% тебе даст. Но я тебе скажу, он тебя о многом, большую часть, ты ответишь на свои вопросы, есть ли какие-то заболевания у тебя в организме. Есть чек-ап Ну, конкретно давай. онкологии или как там? Да, как да, это всё онкопоиск. делится? Онкопоиск, да. Онкопоиск, ты там даешь онкомаркер, ты делаешь УЗИ молочной железы, если это женщина примерно, и брюшной полости, малого таза смотришь. Там же специализированные врачи, которые по своим отделениям делятся женщины, мужчины. Момент какой? Контингент. Молодой или взрослый? У молодых свои проблемы бывают. У взрослых свои. У взрослых больше ближе к онкологии. У нас есть и просто и так, чтобы понимал. Если мы говорим по поводу онко, да, у нас есть определенный чекап, и люди к нам приходят, все в одном месте, да. Анализы, обследования, все это можно сделать у То нас. есть, к примеру, Бахкина Халыч, Да. Цанхал Мадидис, туда-сюда ходить. Конечно. Поэтому, если есть это все в одном месте, Мы все для этого делаем. Магомед, мы с одним моим знакомым недавно, не то чтобы спорили, но мы обсуждали тему, что хуже, какая проблема значимее, скажем так, что одно, что второе – это плохо, но тем не менее. Я утверждал, что онкология – это более глобальная проблема, нежели наркомания. Он говорил, что наоборот. На твой взгляд, на сегодняшний день, говоря конкретно про наш регион. Очень актуальный вопрос. Что из этого более проблемным выглядит в твоих глазах сегодня? Для молодых наркомания, для взрослых онкология. Но в то же время я скажу так. Да, еще один момент. Сразу прокомментировать. Молодые, ты ставишь до какого возраста понятие молодых? До 40 лет. До 40 лет. От 40 это уже взрослый. После, ты понимаешь, 45-50 лет каждый второй мужчина страдает от аденомы предстательной железы. Каждый второй. То есть 50% мужчин страдает от аденомы предстательной железы. Это, если не лечить, своевременно не обращаться, это предраковое уже заболевание. После 75 лет, от 75%, возрастает 79%. Аденомы предстательной железы. Это просто так, чтобы ты понимал. А касаемо онкологии и наркомании, скажу так. Онкология, оно... Ты на это надеешься? Ты как ты планируешь? Это не зависит от нас. Оно появляется. Касаемо наркомании, человек сам выбирает этот путь. И приходит к этому. Условно говоря, свой организм, он вредит сам себе, своему организму. А когда онкозаболевание приходит, к сожалению, оно приходит без нашего ведома. Хочу это я или не хочу. Мы сейчас скажем, вот ты же сказал энергетики, вот ты сказал там
всякие вот эти вот вредные фастфуды там, примерно, да. Ну, понимаешь, ты же не употребляешь это настолько, как наркотик. Наркотик тебе сразу же говорит, а этот у тебя замедленного действия. Но в то же время здесь у тебя есть время подумать, обдуматься. Здесь у тебя оно тоже есть, но не в таком количестве, как, допустим, здесь. Поэтому проблема наркомании – это больше молодое население. Онко – это более взрослые. Но в соотношении, я бы сказал, на сегодняшний день в нашем регионе и тот очень актуальный вопрос. Кому-то, какому-то дать, сказать, что это больше превалирует, но не могу сказать, потому что я, допустим, работаю в этом направлении, больных очень много, к сожалению, онкобольных очень много. Но и в то же время не понаслышке, ты знаешь, что много очень зависимых. Сколько реабилитационных центров? 10 лет назад возьми. 5 лет назад возьми. Да, даже, да. Сколько их было тогда и сколько их сейчас? Ну, тут я там чуть-чуть поспорю. Там есть фактор коммерции, поэтому... Но, тем не менее, это не исключает. Это знаешь, как нам говорят препараты. Не знаю, может, забегая вперед, но я скажу касаемо препаратов, есть ли лечение от этого, от онкологии. Вернусь к этому. Это бизнес. Каждая компания пытается найти препарат, который лучше будет, эффект будет для лечения пациентов. Правильно же? И также, наверное, зависимые вот эти реабилитационные центры, я ничего плохого не хочу сказать, но некоторые хотят с этого выгоду поиметь. Ну, а действительно, человек, который переживает, сопереживает, у него в первую очередь, наверное, не выгода, а помочь. К этому была моя ремарка. Магомед, вот у меня в стоматологии нет, к счастью, таких диагнозов, о которых я не могу сказать пациенту. Вот в твоем случае, в вашем случае, есть стадии, которые неизлечимы. И вот как вы передаете эту информацию пациенту и говорите ли вы ему про то, что он, скажем так, неизлечимо болен? Не каждому пациенту это можно говорить. К сожалению. Я хоть и сторонник из тех врачей, что за то, что пациент знал, чем он болеет. Но не в том случае, когда у него 4-я стадия, и когда мы ничего не можем делать, он просто уходит на симптоматическую терапию домой. В этом случае, я бы сказал, не надо ему это говорить. Я бы сказал, есть какой-то воспалительный процесс, вы будете получать какую-то терапию дома, таблеточки, уколы. То есть, что болит, то и лечить, условно говоря. Но есть другой момент. В нашем регионе каждый день я сталкиваюсь с одной проблемой. Пациент приходит, сначала заходит сын, или дочка, или жена, или брат, неважно, родственник. Не говорите ему о его заболевании. Если вы скажете, все, на этом закончится. На этом не заканчивается. То есть, понимаешь, когда ты его водишь по кабинетам, он сдает анализы, когда ты водишь на какие-то обследования, на инструментальные исследования, человек же здравый, человек умеет думать, предполагать. А когда он предполагает недосказанность, это он давит на себя, начинает нервничать. А нервы в его состоянии быть в стрессе, это не есть хорошо. Когда пациент приходит к нам на консультацию, тут от врача тоже многое зависит. Зависит то, что как можно преподнести информацию и в какой порции, то есть можно ли все ли говорить или можно чуть-чуть. Бывают случаи, когда пациент заходит, и начинаешь с ним общаться, ты понимаешь, что этот пациент, ты ему можешь сказать о его заболевании так, мягко намекая. И если он говорит, алхамдулиллах, я приму все, что мне Всевышний дал, и если от этого есть лечение, я буду придерживаться, я к тебе пришел, если есть лечение, мы будем лечиться. То есть я вижу, что человек готов. Я ему потихонечку начинаю объяснять, что мы будем делать, как мы будем делать. Я рисую, объясняю, если мы примерно про оперативное лечение, при онкологии. И знаешь, что он первое, что говорит? Не надо было от меня это скрывать своим родственникам. Почему я так говорю?
Не каждому больному, действительно, я с тобой согласен, не каждому больному надо это говорить. Но если ты видишь, что человек принимает эту информацию здраво, скажи ты ему. Почему? Потому что, прикинь, ты его гоняешь, потом ты его оперируешь. Есть проколы, есть разрезы. Ну, не дай бог, он осложнится. Такое тоже может быть хирургия, к сожалению. Он будет загоняться. Были ли у нас случаи, когда суицид? Был, к сожалению. Такие случаи тоже бывают в практике. Возрастные пациенты. Возрастные пациенты. Даже не относительно возрастные пациенты. Это вопрос к тому, что я не знаю, почему это так происходит. Из-за того, что он узнал, что есть рак, мы его прооперировали. Был такой случай, мы выполнили, это было в Волгограде, выполнили очень сложную операцию на пищеводе, эндоскопически. Мы его оперировали долго, все было хорошо. Вроде бы послеоперационный период протекал гладко, но он себе скрыл вены. Такое тоже бывает. И в отделении там было то, что человек повесился. Такое тоже было. Я не знаю, они на кацию, я не знаю, как, чтобы человек, дал, есть вот болезнь. Смирись с этим, борись с этим. Жизнь – это борьба. Ты когда упал, ты же встаешь, условно. Пример, конечно, может быть на минималке, но все равно должен бороться. Допустим, с точки зрения религии, человек, допустим, узнает, да, что он конкретно по факту смертельно болен. Духа ибадат, идите, к примеру, есть же положительный Я момент. приведу пример. То, что он описывал, это был пример из Волгограда, там другая конфессия. Да. Скорее всего, было немножко контингент, конечно, да. Конфессии, Если говорить у нас в Ингушетии. Да. Я тебе скажу, знаешь, прекрасный пример. Когда в Ингушетии человеку говорят, что у него онкология, прикинь, жизнь – это длинный коридор. Слева, справа – это твои жизни, ситуация, которая у тебя происходит. И в конце есть последняя дверь, твоя конечная инстанция, смерть, которая коснется каждого, неизбежно. Но когда в Ингушетии человека говорят, что у него онкология, родственники автоматически все двери закрывают, оставляют только одну дверь, его живо хоронят. Что, не так, что ли? Да, так. Дин уже все, почти того ужасок, когда ему говорят, что у него онкология. Так нельзя. У этого человека тоже есть жизнь. Даже на 4-й стадии пациенты лечатся, получают терапию и живут годами, и приходят годами к нам на контроль. И в полгода один раз, и в год один раз. Это нормально. Нельзя так относиться. Нельзя вот так списывать этого человека. Магомед, какой у тебя был в твоей жизни самая сложная, скажем так, для восприятия реакция пациента, когда он узнал, что он болен? Что-то шокирующее. Это было в Ингушетии. Когда был промежуток, я с Волгограда приезжал сюда на консультацию. Консультировал, забирал пациентов, оперировал там. Мужчина относительно молодой, 50 лет, не женатый. Пришел ко мне на консультацию, взяли биопсию предстательной железы, дали рак. Детей нет, не женат. Наверное, около часа мы с ним, прикинь, я почти час с ним разговаривал, и мне ему надо объяснить, что эта болезнь есть. Около часа моя беседа больше длилась на то, чтобы донести до него аккуратно, что эту информацию надо было донести. Я до него донес, алхамдулилlah, уже, наверное, года 3 или 4, он ко мне периодически даже сейчас приходит. Алхамдулилlah, он пролечился, по воле Всевышнего, у него все хорошо. В этом, со здоровьем относительно у него все хорошо. Да, может быть, с личной жизнью там кое-какие проблемы появились, но вот этот случай я не забуду. Почему? Потому что, давай так, как для мужика, для мужчины, неважно в каком возрасте, у тебя нет детей, ты не женат, и тебе говорят, что у тебя рак предстательной железы, это говорит о том, что у тебя детей после, допустим, какого-то лечения, хирургического лечения убирают предстательную железу, не будет детей. А для нашего менталитета, для ингуша, для кавказца, насколько это тяжело. Алхамдулилlah, мы с ним, я говорю, сейчас, когда он не видит, он всегда говорит, он всегда меня обнимает, говорит, я говорю, почти час мы с ним вот эту беседу провели.
Я это никогда не забуду. Почему? Наверное, как я его понимал, мужчина. То есть, насколько это тяжело ментально. А были ли реакции, где прям истерика? Да, плакали. Но не у нас. Может, были пару раз. Там вот, где я работал в Волгограде, там, да. Особенно женское население воспринимает. Особенно, когда ты им говоришь, что это 4-я стадия. У нас, как я сказал, всегда заходят родственники. Заходят родственники, говорят, скажи, как есть. Родственникам, честно, я говорю все, как есть. Пациентам, да, я не скажу. Но родственникам прям... Почему? Потому что ты обязан, как врач, донести эту информацию. Ты обязан, потому что человек должен понимать все риски, все осложнения, все за и против взвесить. Но есть еще другой минус у нас. Зашел один, ты ему объяснил, проходит время, приходит другой его родственник, приходит другой его родственник, приходит другой. Чувство такое, как будто они не в одном доме живут, или там они не родственники. Можно же... После операции, знаешь, у нас же не один человек приходит. Толпа моя. Но он ходит, я ходит, устроит, я все там были. Я говорю, каждый час объяснять. Ну, реально, кто бы как бы не обидел, но это надоедает. Я говорю, давайте, я им общую эту информацию говорю. Ну, реально, просто, ты понимаешь, ты идешь, Мухаммад Хавел. Ну, да, я сделал, дат вот. Но есть же еще дела. Прикинь, ты 5 часов примерно оперировал, ты выходишь, один подходит, спрашивает, как прошло. Второй подходит, третий подходит. А их же много, целая толпа там стоит. Такие моменты тоже. С учетом твоего характера, я думаю, тебе очень сложно дается вот этот отказ. В общем, одному объяснил, второй подходит, ты не можешь, наверное, сказать, вот иди у него узнавай, я ему все рассказал. Я думаю, у тебя немного знаешь, сложно. Мой телефон достать, наверное, один из самых простых. Он на любой соцсети, он есть, он висит. Я выезжаю на дом, я консультирую пациентов. К сожалению, которые на дом выезжают, они очень крайне тяжелые больные. Бывает даже так. Знаешь, я в Карбулаке скорой бывает часто, мы пересекаемся с одними и теми же людьми, они мне говорят, слушай, может, ты уже к нам на работу выйдешь? Знаешь почему? Потому что когда я приезжаю этого больного смотреть, консультировать, скорая тоже приезжает, но тяжелый больной, он уже уходящий. К сожалению, такое бывает. И часто такое бывает. Я кое-какие назначения скорой, кое-какие назначения делаю, но хоть как-то помочь, хоть как-то облегчить. И мы уже видимся, знаешь, как уже... Он был харваля в алтарстве уже. Там я лохач моя. Ну, фридас. Но пока я могу, я это буду делать. А не лучше. У каждого есть свои скелеты в шкафу. Безгрешных людей нету. Правильно же? У меня есть, у каждого они есть. Но завтра, в судный день, может быть, это маленькое, то, что я делаю, оно станет заступничеством. Иншаллах. Я на это, Аллахи, сам сатусас. Не потому, что я садик, он уехаться. Нет. Но, может быть, это поможет мне. Ты вопрос назад, отвечая на очередной вопрос, сказал, что по поводу нервов. Ты сказал, что в таком положении нервничать это не самое лучшее. Да. Вот, наверное, ни для кого не секрет. Многие говорят, что все заболевания от нервов. Какая параллель между онкологией и вот этой нервозностью, скажем так? Я хотел бы услышать этот ответ именно от профильного специалиста. Касаемо нервов, знаешь как? Любая, давай так, стрессовая ситуация. Переживания, даже правильно будет сказать, нежели нервы. Переживания и онкология. То есть я переживаю по Они разному идут вопросу. одинаково. Да. Из одного втекает другое. Да. Когда человек нервничает, примерно возьмем 2 примера. Первое, какая-то стрессовая ситуация. Выброс адреналина, расширение сосудов, да. Это кратковременно, то есть это помогает сердцебиению, увеличивается мышечный тонус, какая-то реакция происходит в организме. То есть и решает вот эту проблему быстро, здесь и сейчас. Стрессовая ситуация. Но есть хронический стресс, который накапливается, то есть набирает, как снежный ком идет. Почему это происходит? Это идет, организм страдает, и сосуды,
и мышцы, и суставы. Один за другим. Почему? Потому что идет выброс гормонов. Вне в норме. Избыток. Идет нарушение какого-то цикла. И это все последовательно идет к снижению иммунитета. Как я ранее сказал. Снижение иммунитета. Если идет снижение иммунитета, это уже, так скажем, предраковые заболевания под воздействием стрессовых состояний, будь то это потеря родного, работы, всякое может быть. Это приводит к малигнизации, озлокочислению. Переход от добра к злу. Все, условно говоря, все болезни от нервов. Да. Это все взаимосвязано. Как себя обезопасить? Не нервничать, если я скажу, это, наверное, будет неправильно. Ну, не получится не нервничать, к сожалению. Это будет правильно, но я имею в виду, это... Сложно осуществимо, да. Да. Даже ты на дороге едешь, ты себе говоришь, так, буду поворачивать налево, я включу этот поворотник. Остановлюсь, на красный не проеду. Но когда тебя подрезают, когда ты там на светофоре рядом стоишь, там пролетают, ты начинаешь нервничать. Правильно? Да, карахамдуач. Ну, да, я не знаю, всегда сидеть на каких-то успокоительных, да ты так далеко не уедешь. Придется реабилитационный центр потом идти. Магомед, скажи, согласен ли ты с тем, что в Ингушетии у нас много кадров, талантливых докторов, но нет командной работы? И ты работаешь в Плиево в онкодиспансере. Да. Расскажи по поводу оборудования, чего там не хватает. Знаешь, касаемо онкодиспансера, я скажу, это одна из больниц Республики Ингушетия, где относительно есть все. То есть в плане оборудования, в плане оснащения, в плане помощь, которую мы можем оказать, высокотехнологическую медицинскую помощь, которую мы можем оказать, в онкодиспансере на сегодняшний день по сравнению с другими лучше дела обстоят. Потому что арсенал у нас там не маленький. И даже сейчас мы закупили, я сделаю акцент на онкоурологию. Почему? Потому что, к сожалению, я единственный онкоуролог в Ингушетии. Но, дай бог, не последний. И мы будем это направление тоже развивать, потому что это никто не развивал. Больных очень много. Касаемо оборудования, мы вот сейчас заказали цистоскоп, резектоскоп. Что это такое? Это те инструменты, которые нам позволят без проколов, через естественные, так скажем, моменты, проходить, оперировать, убирать опухоли и мочевого пузыря, и предстательной железы. Часть приехала, часть, аукцион уже отыгрался. Где-то в конец ноября, начало декабря мы, иншалла, начнем это направление. Плюс биопсии предстательной железы. У нас в Ингушетии делают только в частных клиниках. Это мы, СТ-клиника и Академия здоровья. Иншалла, скоро это будет еще в онкодиспансере. Потому что, знаете, даже находясь в частной клинике и руководство СТ-клиники, если там будет ОМС, мы обсуждали эту тему, там, если будет ОМС, это все бесплатно для пациентов. Онкобольным мы не можем говорить, что они должны платить деньги за какую-то операцию. Мы всегда предлагаем выбор. Можно сделать бесплатно в онкодиспансере. Я скажу про себя, что именно онкобольным, что в онкодиспансере это делаю я, что в частной клинике это делаю я. В частной клинике, да, я, конечно, имею с этого деньги. Ну, деньги, конечно, это никогда лишним не бывает, но все равно я даю выбор. Я говорю, там это я могу сделать бесплатно. Потому что именно с онкобольного я не могу требовать деньги или говорить, что он должен за это платить. Касаемо других операций, будь это бариатрия, будь это удаление какого-то образования, там, добро там, или что-нибудь, грыжи, да, я им говорю, это стоит столько-то, все входит в это нахождение, там, наркоз. Поэтому в онкодиспансере это мы тоже, именно онкоурология у нас прям акцент с главным врачом, что в 2026 году активно будем развивать онкоурологию. Оборудование, все нам позволяет, мы для этого и закупили это. Я не хочу, чтобы мои люди, мой народ выезжал за пределы этой республики. Потому что мы можем оказать качественную медицинскую помощь. У нас есть врачи. Возьмем этот же онкодиспансер. Я могу даже по фамилии перечислить
врачей, которые реально хорошие в своем деле. Это Исай Бекхан, это Марсагов Тимур, Зангиев Юсуп, Джандигова Фариза. В любом направлении у нас есть врачи. В чем мы немножко пробел, это голова-шея отделение. Вот там у нас немножко пробел. Но, иншаллах, мы это тоже наверстаем, по воле Всевышнего. Мы развиваемся, мы это будем делать. И сделаем все возможное, чтобы наши люди не уезжали получать такую же медицинскую помощь в других регионах. По-твоему, откуда стереотип? Ну, я как тоже... Только хотел спросить. Как врач, я как бы замечаю, есть такой именно стереотип. Вот почему-то нашим, скажем так... Недоверие. Людям... В обществе нашем. В обществе, да. По их мнению, переступив границу Республики Ингушетии, автоматически все становится лучше. Но я, конечно, могу сказать только за частную практику, но у меня есть десятки клинических картин, которые из крупных городов, которые проходили и проходят у меня полную переделку реабилитации на имплантат. И среди них есть даже определенные дальние родственники. Вот как ты думаешь, вот откуда этот стереотип вот у нас в Ингушетии вот прям чоғдан лақтырды? Вайсик Мушталхвай. Арада удуц, второй ветер. Остальные все уезжают. Ситуация какая? Тут этот стереотип идет очень-очень-очень даже давно. Почему? Потому что люди не доверяют нам. Но я тебе скажу другое. Когда я примерно, возьму себя, работал в Волгограде, приезжал сюда консультировать, набирал людей, уезжал, люди приходили на консультацию, люди приезжали ко мне в Волгоград, я их там оперировал, благополучно они уходили домой. Но когда я уволился из Волгограда, приехал в Ингушетию, люди ко мне приходят на консультацию и мне говорят, может, мы поедем за пределы нашей республики? Я не знаю, валлах, если была моя возможность, я с корнем просто убрал бы вот этот стереотип, что у нас оперироваться нельзя, что у нас не оказывают некачественную медицинскую. Я говорю про онко. Я не буду про другие больницы трогать и не хочу, потому что я работаю в онкодиспансере. На сегодняшний день мы можем оказать любое условно, да нет, мы можем оказать любое медицинское вмешательство на высшем уровне. Наши врачи знают за пределы нашей республики. Хорошо, эти же врачи где работали, куда проходили практику, куда едут смотреть, у кого учатся? Учатся у лучших. В медицине нету, знаешь, что вот это все, ну вот это я научился, и все. Мы развиваемся, ездим на конгрессы, конференции, мы учимся смотреть. Давай так, чтобы быть лучше, надо учиться у лучших. Правильно? Когда я работал, я в 2020 году приехал в Ингушетию. 2020 год, я 1 год работал в онкодиспансере, я замглавного врача, должность у меня была. Я работал хирургом, оперировал и замглавного врача был. 1 год я проработал, я потом уехал. До этого я занимался только абдоминальной хирургией, это заболевания пищевода, легкий, желудок, печень поджелудочная. Когда я приехал этот год работал, я понял, что у нас не развита онкоурология. То есть ее вообще нету. Люди все уезжали, всем давали квоты, направления, и они уезжали за пределы нашей республики. В 2020 году я отработал, в 2021 году я уехал в Волгоград, я устроился в онкоурологическое отделение. До 2024 года, 3-4 года, я практиковал онкоурологию. Для чего я это практиковал? Для того, чтобы хоть как-то помочь нашему народу. Чтобы наши люди могли получить качественную медицинскую помощь. И я тебе скажу так. Хотел бы, пользуясь случаем, если кто-то хочет развивать онкоурологию, студенты, которые закончили, студенты, которые хотят научиться, посмотреть, надо им это или не надо им, ординаторы, которые учатся, которые чему-то хотят научиться. Я знаю мало. Допустим, сегодня люди думают, что, условно говоря, я примерно выполнил такие операции, как лапароскопическая простатоктомия, это первая в Ингушетии, лапароскопическая аденомэктомия, это первая в Ингушетии. Всевышний дал мне эту возможность, алхамдулилlah. Мы будем эти операции выполнять. Я не думаю, что надо уезжать. Ничего не поменяется. Исход один. Результат один по воле Всевышнего. Вот эти врачи, которые сейчас заканчивают ординатуру, я хочу, чтобы они приходили, смотрели, надо им это или не надо. Если есть человек, который хоть как-то проявляет инициативу, все, что я умею, я ему отдам. Я не за монополию.
Я против того, чтобы, знаешь, вот есть один хороший врач, и у него есть еще другие врачи. Что он может делать все, а другие, условно говоря, ничего. Он должен учить. Он обязан учить. Не должно быть так, что, знаешь, меня никто не учил, или я никому ничего не должен. Давай смотреть с точки зрения религии. Но не должно быть так. Ты после себя должен хоть что-то хорошее оставить. Там у меня были ординаторы. Я учил их. Мне никакого труда не составляет научить наших ординаторов, наших врачей, если у них есть желание. Все, что у меня есть, валлахи, я дам все. То, что у меня нету, или чему-то новому, мы поедем, научимся. Я считаю, нету границы развития в медицине. Потому что в первую очередь ханин-дыждуэйр. Это наш народ, это наши родственники, это наши люди. И мы должны это поднимать, и мы должны говорить. Есть проблема, надо поднимать эту проблему, обсуждать эту проблему. Я не считаю, что люди должны уезжать за пределы. К примеру, пришел пациент, рак мочевого пузыря. Говорит: Мухаммад, что можно сделать? Да, на тот момент я ему сказал. Я говорю: если ты хочешь сделать это в Ингушетии, это только в частной клинике. Стоит столько-то. К сожалению, и пока в онкодиспансере, я говорю, я это не могу, потому что оборудование, которое я сказал, мы закупили часть, вторая часть приезжает. Это, понимаешь, оборудование, это не одним днем, не месяц, не два, это аукционы, это... Да, очень много моментов, нюансов много. Я им говорю, столько, условно говоря, стоит, даже сумму назову, 59 тысяч стоит. Наркоз, койко-день, операции, все это, тур мочевого пузыря. В клинике это стоит столько. Он мне говорит: я могу уехать? Я говорю: конечно, это твое право. Он мне говорит: а как я это могу сделать? Я говорю: мы тебе даже дадим 0,57 справку, ты поедешь, основываясь на этой квоте, условно говоря. Но понимаешь, когда они едут за пределы, даже имея эту 0,57 форму, за анализы, за койко-день, за какие-то обследования, в любом случае они платят. Он прооперировался. Через 2-3 месяца я ему сделал цистоскопию. Зашел, посмотрел в мочевом пузыре. Там опять появилась опухоль. Мочевой пузырь часто рецидивирует. Я ему взял биопсию, там рецидив. Он мне говорит: знаешь, говорит, в принципе, говорит, то, что ты мне назвал сумму, которая здесь, я поехал там, потратил даже больше, чем ты мне назвал. Я не вижу смысла. Одна дорога выходит. Да, он говорит: я понял, говорит, я не вижу смысла. Сейчас он уже лечится здесь. Ситуация рознь. Ситуации бывают разные. Давай так. Вот как ты учился, как я учился. Алхамдулилlah, у меня школа была хорошая. Честно, мои учителя, они мне давали все. Они говорят: Магомед, делай. Они всегда были рядом. Они мне помогали, подсказывали, учили. Я им благодарен. Но вот мы говорим, за пределы поедем, нас какой-то там, условно говоря, профессор прооперирует. Мы же с тобой понимаем, что у этого профессора есть ассистенты, у этого профессора есть ординаторы. Этот профессор может прийти, положить этот зажим, пересечь эту, допустим, условно говоря, сосуды и уйти. Но операцию будет делать этот ординатор и ассистент. Из-за того, что у него есть там регалии, я ни в чем не принижаю врачей, есть топовые врачи, которые практикуют и делают. Но есть врачи, которые имя есть, да, он хороший хирург, но он уже не получает удовольствия, наверное, от операции. Он просто приходит, положил зажим, отсек и ушел. Оперирует кто? Оперирует ординатор, оперирует врач, ассистент. Поэтому не всегда, когда говорят профессор, не всегда так бывает. Где-то на периферии врачи неплохо оперируют, чем даже в центре. Я не про себя. Я знаю, у нас очень много хороших, грамотных врачей в Ингушетии есть, которые оперируют на высшем уровне. Некоторые даже регионы завидуют нам, что у нас есть такие врачи. И даже когда наши пациенты уезжают за пределы нашей республики, говорят: зачем вы сюда приехали, зная, что там такой-то, такой-то врач есть? Зачем? Получается, проблема в командной работе у нас. И в командной работе у нас, к сожалению, тоже есть проблема. Но, знаешь, со временем вот эти стереотипы мы уберем, иншаллах. И командная работа у нас будет, и команда у нас будет хорошая. Сколотить команду, тяжело когда каждый уже, знаешь, состоявшийся врач под что-то подстраиваться ему уже тяжело. Он уже привык так. Тут приходится искать какие-то компромиссы. С кем-то получается, с кем-то не получается. Но это никак не отражается на пациентах. Он также оперирует, но оперирует уже в другом заведении, в другом учреждении. Но не в этом примерно. Я вспомнил
слова отца своего. Он в прикол, в шутку говорил всегда, что на Кавказе самые лучшие хирурги. И одни из лучших. Задавая вопрос, почему так, он говорил, кавказцам не жалко резать людей. Поэтому, как прикол. У меня возник второй вопрос по поводу стереотипов. Есть ли такой стереотип? У меня он был раньше. Молодой профессионал, не настолько профессионал, нежели там поколение старше, скажем так. Вот ты молодой специалист в своей области. Были ли, может быть, такие случаи открытые или скрытые, там где-то говорили, не говорили, что недоверие из-за возраста, в силу возраста? Конечно, некомпетентные говорили. Боялись, переживают. Есть такой стереотип? Конечно, все-таки? к сожалению, есть. Знаешь, я тебе как скажу, сейчас есть открытая хирургия, когда мы делаем большие разрезы. И есть эндоскопия, когда мы делаем через проколы. Старшее поколение, большинство, сейчас они уже потихонечку, конечно, уходят на пенсию, кто-то оставляет работу или просто консультирует. Но старшее поколение все равно из тех, кто делает большие. То есть у нас на практике были врачи, которые, мы говорили, давайте эндоскопически, давайте внедрять вот это. Это было, условно говоря, 5 лет назад, 10 лет назад. Давайте это будет лучше, минимальная травматизация, быстрее человек восстанавливается. Да. Они говорят, сейчас нам переучиваться, нам тяжело. Действительно, это тяжело, владеть навыками вот этими реально. Но кто хочет, и были те врачи, которые, знаешь, открыто оперировали хорошо, пришли в эндоскопию, несмотря на свой возраст, пришли в эндоскопию, оперировали лучше, нежели тем молодых, которые тоже практиковали эндоскопию. Но есть но. Человек, который пришел из открытой хирургии в эндоскопию, ему намного будет проще, когда возникнет сложная ситуация. Бывает сложная ситуация, конверсия, когда надо открыться. Конверсия, то есть когда надо открыться. Если он как только стал врачом и начал оперировать эндоскопически, если он открылся, ему будет сложно, если не будет какой-то опытный врач, который владеет открытой хирургией. Но есть еще другой момент, как-то на конференции в Сочи прозвучало. Если вы думаете, что вы, оперируя эндоскопически, откроете, будет проще оперировать, это ошибка. Со временем я уже с этим стал согласен. Но ситуация рознь. То есть бывает ситуация, где действительно надо открыться. Бывает ситуация, где эндоскопически, ты прикинь, у тебя в увеличенном виде, в разы, в 4К тебе на экран все выводит. Делай. Результат один. У нас потихонечку проходит этот стереотип. Вот то, что ты упоминал, там если большой опыт, более доверительно относится. Потихоньку это проходит, но я помню, когда я в Грузии работал, это был позапрошлый год, там прям этот стереотип еще остался. Там старая закалка работает. Да. В некоторых больницах, они даже в столицах, видя это есть. Возраст уже сомнительно, видно бывало, что они чуть-чуть не доверяют. Но на самом деле опыт это, конечно, важно. Безусловно. Но навык тоже о многом говорит. То есть мы учимся навыку, или каким-то приемам. И в этом есть ты специалист, то есть если ты владеешь каким-либо... Знаешь, как ты же, когда ты едешь, смотришь, учишься, ты не оперируешь, как все. Ты по-любому что-то для себя оттачиваешь, смотришь подход. 2 хирурга, один взрослый, условно говоря, второй молодой, Он молодой посмотрит, как старший оперирует, но, может быть, он начнет оперировать, заходить с этой стороны, с другой стороны. Они так по шаблону, знаешь, как... Вот он уже привык, то есть все, он уже состоявшийся врач, научился всему, все знает, взрослый. Молодой пришел, смотрит со стороны. Он не боится давай-ка экспериментировать. попробовать так. Да. Если что, он рядом же. Если что, он поможет. Вот если что, если он рядом есть, поверь мне, у меня и такие люди были. Они мне говорят, Магомед, делай. Вот это плюс для меня сыграл. У меня не было так, что мне ставили какие-то ограничения. Я искренне, я благодарен тем людям, которые меня научили. На сегодняшний день, когда у меня возникает какая-то сложная ситуация, к сожалению, такое бывает. Я звоню, они меня консультируют, они мне помогают, они мне подсказывают. Было даже случай, я оперировал больного интраоперационно. Во время операции я позвонил своему наставнику, учителю, который меня учил. Я звонил ему, чтобы убедиться, правильно я все равно все делаю, потому что ситуации бывают разные. И он мне это на громкую связь поставил. Я говорю, я делаю так, так, так. Если я сделаю так же, в принципе, будет вот так. Он мне говорит, да, Магомед, ты правильно говоришь, не бойся, все получится, я в тебя верю. Знаешь, это... Это поддержка мощная.
Действительно сделал, алхамдулилlah, прооперировали, все хорошо, пациенты живы. Магомед. Проблема в Ингушетии, перебью. Проблема в Ингушетии. Если тебя никто не знает в Ингушетии, ты можешь быть супер-пупер звездой там где-нибудь. Был, приехал в Ингушетию, ты делаешь то, что другие не делают в Ингушетии, но если тебя никто не знает, Не пойдут. не пойдут. Будем надеяться, что этот подкаст послужит тому, чтобы тебя узнали больше количество людей. Магомед, я являюсь донором крови, и очень часто в социальных сетях можно наткнуться на публикации, разные статьи, посты с упоминанием татуировок на теле человека. И там в пример постоянно ставят Криштиану Роналду, что у него на теле нет ни одной татуировки, и потому что он является донором. Вот у меня к тебе вопрос. Наличие татуировок на теле человека, большие, маленькие, какие угодно, неважно, они влияют как-то на донорскую кровь? Можно ее сдавать, нельзя? Можно Или сдавать. это стереотип? Это стереотип. Если у него нету какой-то хронического, по типу, знаешь, ВИЧ, гепатит, сифилис, или Мы какие-то про это другие, не да. говорим. Только про татуировки. Если только татуировки, можно. Почему? Проблем никаких нет. Никаких. Даже если все тело набито наколкой. У меня друг, товарищ, почетный донор. У него есть тату на всем теле, но он почетный донор. В Волгоградской области. Чернила, они же не обладают такой Он биоинертностью. просто под кожей, он есть и есть. То есть он... Ну, он же не обладает биоинертностью. Нет, То есть нет. организм видит чернила. Конечно, но он тебе сделает ли он тебе хуже? Нет, он никак тебе не делает. Единственное, после Но сам с факт возрастом, реакции. что может быть как-то картинка поменяется уже. Вот и все. Ты знаешь, здесь нарисовано, а потом оказалось тут. Если только так. На пути автомобиля с возрастом колеса спущены, да? Красиво. Ну, по факту, никак не мешает. Вообще, я задался этим вопросом для того, чтобы задать следующую подводку к нему. Ага. Если я иду сдавать кровь по звонку или там, неважно каким образом, я заполняю анкетирование. Там ВИЧ, там туда-сюда, разные вот эти моменты. Да, нет, да, нет. Должен ли там быть пункт, есть ли у вас там наколки, татуировки и так далее? То есть это не важно абсолютно. Я правильно Я понял? считаю, это не важно. И под вопрос к тому, что мы говорили по поводу сдачи крови. Я получал, раньше эта смс-ка была, когда ты сдаешь кровь, через месяц-два можно было получить смс-ку, где было написано «Далмяль ахдут», вы спасли чью-то жизнь. Можно ли То есть я был уверен, что я, условно, не заражен, то есть у меня кровь хорошая. Я для себя в том числе дополнительно ставлю галочку четко. Можно ли по общему анализу крови определить какие-то заболевания в части онкологии? Есть или нет у человека? Отвечу 2 этапа. Так. Первое, когда ты получил смс-ку, насколько тебе это приятно было? Ой. Свана. Да, это... Смотри, я ответил по-другому. Когда я тебе сказал, что я сам себе даю обещание пройти вот это обследование, я немного занервничал в тот момент, и по текущий момент у меня это переживание есть. Дал Дигар Махалич, все, что угодно может пройти. Но когда ты помогаешь людям, А это когда ты насколько получаешь такую смс-ку, это как будто камень с души. это приятное ощущение, даже? Сердце, вернее, да. Безусловно, Да, это очень да, приятно. да. Я это испытываю каждый раз, когда пациент уходит с благодарностью. Когда ты помогаешь людям, это очень приятное чувство. Реально. Ради этого стоит работать в медицине. Поверь мне. Когда тебя благодарит пациент, говорит все только самое лучшее, это многого стоит. Эффект слов. И еще, я это по своей работе замечаю. Эффект слов, да, то есть, я слышу, еще когда вижу улыбку свою. Это мотивация, знаешь. Ту, которую подарил пациенту, это, вдвойне приятно. Как наш брат там в Чечне говорит, мотивацию надо поднять. Когда они тебе говорят спасибо, знаешь, это тебя мотивирует не останавливаться на том, что ты достиг, делать еще больше. А касаемо второго момента, что-то я уже подзабыл. Какой был второй момент? Ты сказал, 2 этапа ответишь, да? Да, вот второй этап. момент какой был? Общий анализ крови. Касаемо анализов, знаешь, ситуация бывает разная. Если мы берем онкологию, не будем считать гематологию, это, так скажем, подпункт такой. Гематологические болячки, они тоже к онкологии относятся. То есть травма имеется, с кровью что связано, есть онкокрови, да? Там, да,
если тебе прислали анализы, в принципе, ты уже как онкогематолог, есть специальные люди, гематология, отделение, которое занимается этим. У них, да, они видят изменения есть по анализу. Но если мы берем чисто рак, то по общему анализу крови, если там все крайне-крайне плохо, да, ты увидишь там, если он кровит, ты увидишь, что гемоглобин низкий. Если там метастазы в костный мозг, ты увидишь тромбоциты низкие. То есть изменения, конечно, но это, извини меня, тогда, когда ты уже, поверь мне, ни ты, ни я, хоть в Китай езжай, там уже все. А так, в норме, если брать, ты же понимаешь, 100%, где-то 70% эта болезнь протекает бессимптомно, и того, что ты там сдал общий анализ крови, биохимию или коагулограмму, условно говоря, ты ничего не видишь, пока ты не сделаешь УЗИ, рентген, ФГДС, колоноскопию, какие-то такие. Или же онкомаркеры, примерно там предстательная железа пса, рак яичника, молочной железы, то есть какие-то специализированные. В остальном просто тебе пришлют, ты посмотришь, скажешь, ну, по анализам ничего не вижу. Ну, врач следующий спросит, клиника, то есть что беспокоит? Почему? Что заставило тебя обратиться? Что заставило тебя сдать эти анализы? Ну, часто, знаешь, как бывает, скидывают там общий анализ мочи, Мамад Фрят, тяжело. Но есть еще анализы. Потом тынг-тынг-тынг-тынг приходят смс-ки. Я не знаю, или с интернетом на тот момент были проблемы, или с чем. Такое бывает. Да. И я говорю, давай. У меня, наверное, 50% моих консультаций, они проходят здесь, в телефоне. Я даже не знаю, кто мне скидывает. Я даже не знаю ни фамилии, пока не прочитаю, ни имя. Мамад, ассаламу алейкум, мне дали ваш номер. Или там, Мамад Сейди Колши, мне дали ваш номер. Могу ли я скинуть анализы? Я никогда не скажу нет. Если единственное, когда я не скажу нет, а бывает так, что из-за того, что их очень много приходит, я могу не ответить. Я могу пропустить. Даже если сейчас откроешь, ты увидишь, у меня очень много смс, которые я не прочитал. Но, к сожалению, бывает операция. Когда я выезжаю из дома до больницы, все мои мысли, которые примерно я должен сделать то-то, 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 он меня поймет. Я прихожу в диспансер, и как только начинается там биопсия, там больной, тут операция, там перевязка, ты это забываешь. Конечно. Когда я говорю пациенту, я посмотрел, я говорю, что-то назначил, или я побеседовал, я говорю, слушай, позвони мне завтра в это время. Если я не отвечу, напиши мне в WhatsApp. Я всегда это говорю. И буду говорить. Мне, человека свойственно забывать. Мне тем более, потому что я прихожу на работу, из-за этой суеты так происходит. Я из 3 дел одно могу забыть, если я не воспользуюсь заметками в телефоне. Я всегда прошу, звоните, пишите. Мамад, тебя тоже отвлекать. Я говорю, это моя работа. Возвращаясь к вопросу о стереотипах, наверное, стоит отметить, что есть разница в отношении к врачам в нашем регионе и за ее пределами. Безусловно. Есть такое. Прокомментируй. Знаешь, как я скажу тебе? Я бы хотел, чтобы наши пациенты более уважительные относились к докторам. Не подумаю, что я прям защищаю наших врачей. Врач, это он и врач, если какие-то у него есть личные проблемы в жизни или где-нибудь, он должен оставить их там. На работе врач должен помогать. И если пациент пришел к нему, знаешь, если берем онкобольных, у него наболело уже. Он немножко возбужденный, гиперактивный придет. Может быть, даже где-то с агрессией. Там уже врач должен поработать. Успокоить, объяснить. Но бывают случаи, как пациент приходит и говорит, знаешь, с наездом. То есть он меня не знает, я его не знаю. Он меня видит первый раз так же, как и я его. Но он мне уже, знаешь, с таким... с агрессией, с приказном тоне. Конечно, я пойду, я ему помогу, но я ему скажу. Я понимаю, у него проблема. Он пришел с проблемой. По воле Всевышнего я ему помогу. Он же пришел за помощью, правильно? И чтобы лучшим желанием и с большей самоотдачей я это сделал, примерно, когда я к тебе подхожу, примерно говорю, брат, салам алейкум, я пришел, не знаю, первый раз с этим столкнулся, можешь мне помочь проконсультировать, там, мама, брат, там, у меня такая проблема. Аллахи, хоть один себя уважающий врач, никогда тебе не скажет, слушай, иди вон туда или иди вон сделай. Даже какой бы он ни был бы, он тебе скажет, хорошо, давай я посмотрю. Или он тебе скажет, подожди, я сейчас еще какие-то дела закончу, подойдешь, я тебя посмотрю.
Но если ты когда приходишь и говоришь, «Хозим хавил хаджлун», такие же случаи бывают. Конечно, неприятно становится от этого. Но ты все равно идешь и делаешь это, потому что это твоя работа. И хотелось бы, чтобы люди относились более уважительно друг к другу. И по отношению врач к пациенту, и пациент к врачу. Потому что в первую очередь хозачу дэшу лакалом бошбяб. Халам учится. Ты, наверное, говоришь про тот случай, когда за пределами Ингушетии стучатся в дверь. Это отдельная история. Слушай, знаешь, сколько раз такое было? Выезжать за пределы, там, знаешь, такой: Иван Иванович, можно зайти? Знаешь, там, достаньте. Возьмите, пожалуйста. Алпин гон. Ну да. Нет, валлахи, мой удел, он уже предписан. Я не говорю, что он мне должен деньги. Я не говорю, дай мне деньги, я тебя проконсультирую. Я так никогда не скажу, иншаллах. Но, по крайней мере, в госбольнице онкобольным. Я не буду говорить про частную клинику. Я никогда так не скажу. Если человек пришел с какой-то проблемой, я постараюсь ему помочь. Если я не могу помочь, я попрошу коллег или кого-нибудь, посоветую, посодействую. Он не от хорошей жизни пришел, правильно, в больницу? Но когда мы пытаемся помочь, я бы хотел, чтобы пациенты понимали, что мы пытаемся помочь, а не навредить. Чтобы он тоже отдал эту... Была самоотдача. Когда ты говоришь, и он не понимает, это тяжело. Но он понимает то, что когда он уезжает за пределы, думает, там лучше. Может быть, в чем-то там лучше. Может быть, оснащение там немножко получше. Вот, знаешь, уезжает там в Израиль, или в Китай, или в Германию. Да, конечно, медицина на хорошем уровне. Но, условно говоря, ты за это платишь. Если ты платил бы здесь столько же денег этим же рабочим, этой же медсестре, там капельниц там укол ставил, да поверь, мне кажется, она домой к тебе пришла бы. И там тебя дома, наверное, ставила эти капельницы и прооперировал бы, и все, наверное, сделала бы. Кезик лаха, Михаил. А мы поможем. Злободневный вопрос тоже. Давай. В части молодежи. Вот этим с каждым разом появляется что-то вредное в части вредных привычек. Вот на сегодняшний день в моде электронные сигареты и так называемые подушки с табаком, снюс, их называют в народе. Есть такое. Я не буду спрашивать, что вреднее, обычно сигареты или вот это перечисленное. Просто озвучь, насколько вредно, насколько большой вред может принести вот электронная сигарета, вот эти снюсы так называемые. Поскольку конечно, это касаемо... употребляют их, потому что нет запаха там перед отцом, перед матерью, туда-сюда, молодежи в основном. Ну, смотри, касаемо снюса. Мама не даст мне соврать. Как его очень часто употребляют. Его куда закидывают? В полость рта. Куда? Где сосуды и все сразу же поступает. Рак губы, рак языка. Все это провоцирует. Это может быть одну закинешь, нет. 10 закинешь, 100 закинешь, нет. Какая-нибудь там стоматит, воспаление полости рта, язвочка образовалась. Закинул снюс. Закинул еще, потом. Не заживает. То есть то, что ранка должна была зажить, условно говоря, через 3-5 дней, у тебя рана заживает 2-3 недели уже. Понимаешь, это уже предраковое состояние, это уже вызывает рак. Потом ходишь с такой большой опухолью и скитаешься по всему миру. Что делать? За пределы, да? Да. А почему это случилось? Потому что ты виноват в том, что ты в таком положении. Никто не виноват. Ради какого-то там вот этого удовольствия стоит ли? Здоровье у нас одно. Давай так. Это даже, наверное, не удовольствие, а просто привычка. Это плохая привычка. Это зависимость. Давай так. Как сказал один хороший человек, у тебя могут быть миллион проблем, но когда проблема касается твоего здоровья, все проблемы исчезают. Это факт. Совершенно верно. Поэтому мы сами виноваты в том положении, в котором мы сейчас находимся. Вредим мы сами себе в первую очередь. Ты хочешь помочь, но не получается помочь. К сожалению. Такое же бывает. Бывает. Поэтому нашему подрастающему поколению, и в том числе нам, старайтесь это избегать.
Еще раз я вернусь. Просто я не буду много примеров приводить. Я скажу, вейна, нога, санна, техеизи, здоровый луч, не сболщ. Санда тахтиса. Но если ты думаешь только о себе, хайги готовдыш, хайди готовдыш, халили, конечно, хозяин барин. Но нога, санна, куану, чамана, или жели, хайдизла, или хайдизла, дизла, или гели, хорошо. Бера, когда человек как личность начинает расти, на кого ребенок смотрит? На своего отца. Если его отец курит, для него курево будет норма. Условно говоря, на подсознательном уровне для него это будет норма. А дальше больше. Поэтому я считаю, человек должен начать с себя и постараться вот эти вредные привычки убирать. Касаемо электронных сигарет. То же самое. Вот этот смог, дым оседает в легких. Что это вызывает? Кашель, кровохарканье, одышка, забивает, какой-то воспалительный процесс. Но она же вот так не появляется, онкология. Одно на другое, одно на другое, одно на другое. Рано или поздно даже палка раз в год стрельнет. Не жди, не надо, убери, оставь. Но вы аллы, тут сколько хочешь, все зависит от человека, от силы воли. Человек сам для себя в первую очередь должен понять, надо ему это или не надо. Стоит ли ради какого-то вот этого пустого, я не знаю, удовлетворения, которое, даже я не знаю, удовлетворение, я просто сам не пробовал. Я не знаю, каково это выпить или там покурить сигарету, закинуть снюс на свай, я не знаю. Алхамдулилла, я благодарен Всевышнему и своему отцу, что по воле Всевышнего меня это не коснулось. Алхамдулилла. Но тем, кто этим занимается, я бы сказал бы, уберите, если вы хотите здоровое потомство. Дополню, сделав небольшой комментарий к твоим словам по поводу того, что ребенок в первую очередь смотрит на отца. Да. Отец может миллиарды раз в день повторять, что курить вредно, но при этом он курит сам. Естественно, с него будет взять пример. Конечно. Я знаю одного человека, который закурил в 13 лет. По сегодняшний день он курит, насколько мне известно. Зимой, когда он увидел... Он стоял на улице, ждал своего отца, который разговаривал со своим товарищем. Ему было холодно. И он увидел, как отец курит сигарету. Ему показалось, что это дает какое-то тепло. Греет. Да, как будто это его греет. И он говорит, Прикинь. осев вот эта мысль у меня в голове, с этого момента я закурил. Там, может, на следующий день, может, в этот же день, не знаю. Но триггером стал именно вот этот момент. И по сегодняшний день, а это около 20 лет. Прикинь. Получается. А теперь представь, что творится в его легких. Да. Я даже боюсь представить. Магомед, я каждому гостю готовлю цитату, которая воспроизводится на этом экране. А к тебе же я подготовил цитату хадис, в котором сказано: «Поистине Аллах не сотворил ни одной болезни, не сотворив излечения от нее, кроме старости, подразумевая смерть». Скажи, пожалуйста, от нас скрывают излечение от той болезни, о которой мы сегодня уже достаточно много поговорили? Отвечу следующим образом. Знаешь, если на сегодняшний день хоть где-то было бы лечение, я считаю, есть люди, контингент, которые могут позволить себе все. У них есть возможность, у них есть деньги, у них есть все. Но они тоже умирают от рака. К сожалению, какой-то волшебной там инъекции или таблетки на сегодняшний день нету. Почему? Сейчас многие со мной, может, и не согласятся. Есть это какой-то заговор, это компания фарм. Им это невыгодно, они не говорят. Я привожу один простой пример. iPhone. Стив Джобс. Да? От чего он умер? Он умер от рака поджелудочной железы. У него было все, наверное. О чем он только мог бы... по щелчку пальца, все, что он захотел, у него было бы деньги, связи, возможности, все есть. Если бы, поверь мне, если бы было бы лекарство хоть где-нибудь на этом свете, неважно какой фирмы, я думаю, он себе бы мог позволить купить и излечиться. Но что в конце концов произошло? Он умер дома от рака поджелудочной железы. Просто мы об этом лечении не знаем на сегодняшний день. Оно есть, но мы об этом не знаем.
Правильно я понимаю? Да, безусловно, есть лечение от всех болячек, кроме смерти, как и сказано в хадисе. Но мы с вами должны четко понимать одну простую вещь. То, что если мы берем онкологию, то возьмем народное лечение, люди не понимают, что это не какой-то воспалительный процесс в организме, который там, знаешь, этот же корень лопуха, барсучий жир, там какие-то травы помогают против воспаления. Да, безусловно, такое было. Но в онкологии такое не прокатывает. Нету никакой доказательной медицины. Просто говорят, вот он тот, 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 тот. Онкология – это факт. Есть факты, есть база. Если у тебя этой базы нету, в это верить не надо. Это делать тоже не нужно, потому что ты можешь навредить. Обратный эффект может произойти. Да. Скажу так. Если все это на ранних стадиях, все можно полечить по воле Всевышнего. Магомед, у нас чуть специфика работы разная. Я могу после своих операционных вмешательств, после рабочего дня спокойно поехать домой, что не скажет тебе. Ты постоянно на связи. Зачем тебе это? Да. Интересный вопрос. Работа такая, как говорится, родину защищать, людей спасать. Суть, знаешь, как? Для кого-то, конечно, это роскошь, но мы лишены этой роскоши. Потому что, в первую очередь, у нас задача помочь. Правильно? Не навредить. Это раз. Второй момент. Я четко себе дал понять, что мне нужно, что мне нет. И у меня есть свои правила, к которому я пришел. Первое, это, наверное, если моя работа перестанет приносить мне удовольствие, я уйду с работы. Почему? Потому что если тебе не приносит интерес, ты не делаешь это с желанием, я считаю, надо оставить эту работу. Любая работа, неважно. И второй момент, это когда онкобольной, я ему скажу, что он мне должен деньги за проделанную мною операцию, какая бы она ни была. Я уйду с работы, потому что я уже не врач. Я не могу носить белый халат. Я уйду, потому что это уже будет бизнес. Я не помогаю. Я несу вред. Вот так вот. Да, момент с тем, что когда работа перестает, я по своей работе говорю, не о твоей. Когда работа перестает давать удовольствие, да, это перегорание в моем случае. Надо просто взять отпуск и выехать, и приехать Он с новыми безумно, силами. порой, да, он очень сильно нужен, отпуск. Абстрагироваться от всего в нашей, вообще в медицине абстрагироваться надо периодически, надо перезагружать себя. И самое главное, я посоветовал бы нашим коллегам молодым сделать одну для себя такую заметку. Никогда не смешивать работу с домом. Если ты пришел, отработал, будь добр. Все, ты ушел с работы, забудь работу. Условно говоря, постарайся поставить четкую границу. Не носи в дом работу. И из дома, если какая-то проблема есть, не приноси ее на работу. Ставь себе четкую границу. Тогда у тебя все получится, иншаллах. Магомед, что ты ценишь в жизни больше, чем, по твоему мнению, не ценят другие? Сейчас подумаю. Наверное, то, что по воле Всевышнего Он мне дал возможность помогать людям. Потому что Всевышний дал на сегодняшний день мне возможность моим методом, моими способностями помогать людям. Есть много людей, у которых есть возможность и могут помочь, но не помогают, к сожалению. Если бы каждый пытался бы сделать все возможное, все зависящее от себя для людей, была бы самоотдача, я думаю, мы сегодня не оказались бы в том положении, в котором мы сегодня находимся. У нас не было бы столько бедных людей, если мы должным образом все это делали. Просто давайте так. Кому все пришло легко, наверное, он не задумывается, насколько пришло тяжело некоторым людям, которые с детства работали, пахали, чтобы зарабатывали, чтобы у людей это было, чтобы в семье это было.
Люди, конечно, разные. Но человек, который прошел этот путь, он понимает, осознает вот этот момент, что как тяжело ему это все досталось. И когда ему, пример скажу, у меня чего-то не было, да? Я стараюсь то, что у меня не было, сделать для своих детей, для своих племянников. И я буду пытаться и другим людям дать эту возможность как-то помочь, подтолкнуть, подсказать. Потому что, допустим, у меня ее не было, но я не должен делать так, знаешь, как у меня не было, ну ничего страшного, они и без этого проживут. Поменяйся, будь лучше, помогай, и все получится. Постарайся сделать мир лучше. Оставить после себя хоть что-то хорошее. Чтобы завтра сказали, ну давай так, если за тебя скажут там, Аллах кылыла, согласен, зачем жить тогда? Надо оставить после себя хоть что-то хорошее. Научить кому-то чему-то. Ну, какой-то след должен оставить после себя человек. И, иншаллах, я постараюсь, я сделаю все возможное по воле Всевышнего, чтобы наша республика, наш народ с каждым годом и больных становилось меньше, и оказание качественной медицинской помощи было лучше. Со своей стороны. И я надеюсь, каждый себя уважающий врач тоже будет отдавать себя целиком этой работе. Аллаху эхтубаху. Очень достойно. Магомед, у нас есть блокнот, в который я записываю вопросы от гостей. У тебя тоже такая возможность будет. Для тебя адресовал вопрос предыдущий гость Абдурахман Шарапудинов. Это человек, который является ученым в области ислама, как он себя называет, богослов-практик. И он задает тебе следующий вопрос. Как современному мусульманину выстроить образ соблюдающего в российских реалиях? Как современному мусульманину? Еще раз, как современному мусульманину? Выстроить образ соблюдающего в российских реалиях. Слушай, ну нам в России же не запрещают молиться, быть мусульманином, держать пост, делать садаха. Правильно? Нам же не запрещают. И есть четкое руководство. Коран и Сунна. Придерживаться этого. Я думаю, проблем не будет. Конкурс. Волшебным образом сразу приз оказался у нас на столе. Как в поле чудес. Как у Якубовича открыл, посмотрел. Мигаил. Короче, мы с тобой будем участвовать в этом розыгрыше. Давай рассказывай тогда, Магомед, что это у нас такое? Это набор. Крутая вещь, на самом деле. Да, тут Бах. и шампура, и нож. Дальше не буду продолжать. Ну, нож это по твоей части как раз получается. Да. Одним словом, получилось так, что пару дней назад, как ты мне сказал по поводу подкаста, мы сидели, мы часто с друзьями отдыхаем. Два ножа. Мы часто с друзьями отдыхаем. У нас хобби – это рыбалка, шашлыки, яйбах у пруда. И брат хороший есть, Ност, Хашмильгу Исрапл. И я говорю, мне надо на подкаст, меня позвали, я говорю, мне надо что-то понести. Я говорю, чтобы потом это можно было участвовать в конкурсе. И он говорит, слушай, говорит, можно я, говорит, от себя сделаю? Говорит, ты передашь. Бомба. И я сказал, хорошо, конечно. Ну вот, благодаря нашему брату Исраплу. Можно Сегодня сказать, оказалось что тут. в этом подкасте принял участие не только Магомед, а еще и Исрафул, да? Да. Дэресхус. Хашигулев. Да, мне даже не пришлось, знаешь, думать слишком много. Он говорит, я от себя все сделаю. Исрафул, Сейн Безим Барси, но раз уж засветил. По-любому придется. Я хочу тебе предложить такой вариант, а ты скажешь, да или нет. Чтобы получить вот этот набор крутой, я бы сказал оставить небольшое задание для наших подписчиков. К примеру, это могло бы быть. Да, после небольшой юмористической паузы мы долго думали, какое задание придумать, и в итоге пришли к простому заданию. Этот набор получит человек, который угадает точную цифру, разницу в весе в килограммах между... Кто из вас гости сегодняшней программы? Да, видимо, я. Кто напишет точную цифру, разницу в весе? Кто-то и получит вот этот сувенир. Кто будет первым? Между мной и им. Да.
Мухаммад дал рясл хавара, дал эхту бахал, дал уг камын ишмулга. Может быть, это прозвучит немножко странно, но я хочу сделать тебе небольшое напутствие, пожелание. Я хочу, чтобы у тебя было как можно меньше пациентов. Декодер. Ларесл, Хавихара, Дошталра, Далмера Долчана. Иншаллах, будем дальше работать во благо нашему народу. Иншаллах. Иншаллах. Снято!